Налоговый режим для самозанятых могут распространить на все регионы России. Когда это произойдет? Некогда популярный интернат для сельских школьников в Ленске теперь пустует. В чем причина? 60 лет первой школе Мирнинского района. Каких успехов достигло учебное заведение за эти годы? Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Роскосмос начнет отправлять туристов в полеты по маршруту Гагарина. Об этом заявил глава компании Дмитрий Рогозин. По мнению Роскосмоса, космический туризм принесет корпорации сотни миллионов долларов в год. Другие детали о программе пока не раскрываются. Тем не менее, Рогозин в своем твиттер-аккаунте отметил контракт, который Роскосмос заключил с американской компанией Space Adventures. Он предполагает краткосрочный полет 2 туристов к Международной космической станции. Полет планируют организовать в срок до конца 2021 года. На МКС непрофессиональные космонавты отправятся на одном корабле. Налоговый режим для самозанятых могут распространить на все регионы России в 2020 году. Министр финансов Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта. Пока же такой налоговый режим действует в 4 пилотных регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Самозанятые могут оплачивать налог на профессиональный доход в размере от 4 до 6% через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой. 5 лет назад в Ленске открыли интернат для сельских школьников. Все эти годы ребята успешно получали качественное образование в школах города, проживали в тепле и комфорте совершенно бесплатно. Сегодня интернат практически пуст. В чем причина, узнавала наша съемочная группа. В начале года в интернате проживало 6 детей, а родители 4 перебрались на проживание в город, сняли квартиры и забрали детей из интерната. Сегодня в учреждении находятся 2 интернатских ребят. Вечерами на ночлег приезжают воспитанники коррекционной школы. В следующем году 2 ребят, которые живут в интернате, заканчивают 9 классов. Планируют поступать в Ленский технологический техникум, ученикам которого предоставляется свое общежитие. Так получается, что со следующего года интернат для сельских детей останется днем совсем пуст. В позапрошлом году, когда открывался у нас в районе Роснефть-класс, ребятишки старшие классы приезжали из поселений, учились в первой школе и проживали у нас в интернате. Но в прошлом году первый выпуск Роснефть-класса состоялся, и вот больше таких детей не было. Все эти годы сельские ребята проживали в тепле и в комфорте. Им были предоставлены комнаты на 2 человек, душ, организованное 5-разовое питание. С учениками занимались педагоги, помогали с выполнением домашних заданий. Для свободного времяпровождения тоже организован круг развлечений. Теннисный стол, зал для просмотра фильмов, а также читальный зал. Только приезжайте и учитесь, деревенские наши дети, если кому, конечно, качество образования. Хочется качество образования, да, получить в городе. Сами дети тоже тепло отзываются об учреждении. Здесь все бесплатно, питание бесплатно, помогают с уроками. Тут свободного времени много. Пришел со школы в 3 часа, самоподготовка, уроки сделал. Все сделал, подготовился к школе, и ты свободен там. Почему же столь важный и нужный 5 лет назад интернат для детей из сельских школ сегодня перестал быть востребованным? Когда я устроилась, детей было 12. 12 было. А потом в основном батамайские дети. И сейчас и батамайи, по-моему, уже тоже численность детей все меньше. В будущем не знаю, только 1 ребенок намечается на учебный год. Остальные поселки, конечно, никто не хочет закрывать свою школу, да? Наталья Сидоркина, директор 3-й городской школы, при которой сегодня и существует интернат, обеспокоена сложившейся ситуацией. У нас сегодня очень большие затраты на содержание одного ребенка, потому что это и коммунальные услуги, и свет, и тепло, и услуги связи, и услуги охраны. Это все приводит к тому, что у нас сегодня, если перевести на цифры, очень дорогое содержание одного ребенка в интернате.
У меня сегодня коллектив, здесь порядка 20 человек, и поэтому нам хотелось бы, конечно, чтобы коллектив у нас остался, чтобы люди были трудоустроены. Поэтому мы сегодня прорабатываем различные версии перепрофилирования интерната. Пока же этот непростой вопрос решается на районном уровне, интернат задействован в решении еще одной проблемы. Вечером в учреждение на ночлег приезжают детишки из коррекционной школы. Ребята тоже из наслегов. Здание их учебного заведения непригодно для проживания. Идей по перепрофилированию интерната у Натальи Сидоркиной много. Их директор пока не рассказывает, но очень надеется, что, озвучив задумки на очередном совещании с представителями власти, этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Первая школа Мирнинского района отметила юбилей. 60 лет. Учреждение начинало свой путь с брезентовой палатки, а учеников было всего 5. Сегодня школа – неоднократный лауреат национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». За последние десятилетия школа выпустила 22 медалиста. Подробности в материале Марии Урцевой. История всей семьи Натальи Андреевой, можно сказать, прошла в этих стенах. Когда-то ее родители, сестра, а теперь и сама она вот уже 33 года трудится здесь. Говорит, первая школа стала почти вторым домом. Я эту школу закончила в 1984 году и начала здесь свою трудовую деятельность с должности старшей пионерской вожатой. Параллельно я обучалась в университете. Получила специальность историка, преподавателя истории обществознания и потом продолжила работу учителем. А с 1996 года я работаю также в качестве заместителя директора по воспитательной работе. Ну, вообще, конечно, получается, вся моя жизнь связана с первой школой. Здесь работали мои родители, работала моя сестра, поэтому у нас практически династия педагогическая. Отметить 60 лет первого образовательного учреждения Мирного коллектив вместе с учениками собрались во Дворце культуры «Алмаз». На торжестве вспомнили первых учителей школы, ветеранов, наградили за многолетний труд преподавателей, а также вручили подарки самому учебному заведению. Первая школа почти ровесница города. В ней учились дети первых алмазодобытчиков. История вашей школы уникальна. Началась она с брезентовой палатки и стала свидетелем зарождения, а затем основания и развития поселка, а затем и города Мирного. За 60 лет учебное заведение выпустило 1000 выпускников. Сегодня в школе обучаются 830 детей и работает 150 педагогов. 30 из них аттестованы на первую и высшую категории. 5 – почетные работники общего образования Российской Федерации. 11 – отличники образования Республики Саха-Якутия. 1 – заслуженный работник образования республики. За последние 10 лет школа подготовила 22 медалиста, сотню победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской Олимпиады, 50 призеров и лауреатов региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее». А с 2012 года школа еще и базовая площадка по работе с молодыми специалистами. За последние годы сделано немало, что мы все старались много работать и идти в ногу со временем. В школе за последнее время действительно произошло много изменений. К нам пришло очень много молодых учителей. Появились такие новые направления, как, например, робототехника. Школа явилась инициатором и организатором интеллектуальной игры для старшеклассников «Что, где, когда». Для старшеклассников открыты профильные классы. По итогам 2015 года первая школа занесена в большую международную энциклопедию «Лучшие в образовании». В 2017 году стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России». В 2018 году отмечена дипломом общероссийского проекта «Школа цифрового века». И, по словам директора, это неплохие итоги к 60-летнему рубежу. Ведь впереди уже новые задачи. Мария Урцева, Артур Голиков, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Скандинавская ходьба станет новым официальным видом спорта в России. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил включить северную или скандинавскую ходьбу в официальный реестр видов спорта. Минспорту России поручено проработать вопрос создания и сертификации трасс для занятий скандинавской ходьбой и включить соревнования по этому виду спорта в календарь спортивных мероприятий. Скандинавская ходьба – это вид физической активности с определенной методикой и техникой ходьбы при помощи специально разработанных палок. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь с нами.